В апреле в Москве во Дворце гимнастики Ирины Виннер проходил чемпионат первенства России в олимпийской дисциплине танцевального спорта брейкинг. В российском турнире приняла участие сборная нашей республики. Якутия выступила в командных соревнованиях среди взрослых и детско-юношеских возрастных категориях, куда участников пригласили в результате многочисленных побед на дальневосточном уровне. И это только начало к достижению цели. Так как брейкинг стал олимпийским видом спорта, планы у танцоров долгосрочные – взрастить олимпийского чемпиона к 2032 году, и это вполне реально. Что сейчас, что те, кто уже постарше стали, да, то есть повзрослели, они показывают очень-очень высокий уровень, да, и нам надо максимально ездить по таким чемпионатам, соревнованиям, батлам для того, чтобы ребята обрели тот уровень, ощущение, всю ту волну, которая идет на российском уровне. Если выиграть российский уровень, то большой шанс есть выиграть и мировой уровень. Именно поэтому очень важно для брейкеров посещать как можно больше чемпионатов, соревнований и батлов по стране. Очень сильный батл какой-нибудь, вот атмосфера прямо так и хлещет. В принципе, везде свои тусовки, свои по-своему танцуют там, что в Новосибирске, что там в Якутске по-разному все танцуют. В Москве, конечно, целая каша, там совсюду наезжают. И очень битва стилей такая начинается сильная. В прошлом году на международных играх «Дети Азии» впервые проходили соревнования по брейкингу. Наши ребята дошли до полуфинала. Где-то полгода мы только готовились, потому что еще не было известно, вообще брейкинг будет или не будет. Как мне рассказывали, вот с организаторами разговаривали, тогда это был более экспериментальный в том плане, что хотели посмотреть, как это, что это вообще. И они остались очень довольны, потому что по рейтингу, там, интернет-трансляции и так далее, он уступал только футболу. К играм в следующем году ребята и педагоги готовятся основательно. В поисках самородков преподаватели объездили всю республику. Стоит отметить, что чтобы обрести даже начальный уровень базы брейкинга, за плечами нужно иметь не один год усиленных тренировок. Брейкинг невозможно научиться за год, а то и два. Чтобы быть в каком-то уровне, надо как минимум года 3-4 заниматься. Просто чтобы научиться стоять на руках только, это очень много времени. Как вы представляете, как это сложно, так настолько оно и есть. Вот мои ребята, с которыми сейчас работаю, они уже пришли ко мне, когда им было по 5-6 лет. Возможно, именно поэтому, смотря на ребят-брейкеров, невозможно не заметить неподдельный энтузиазм и целенаправленность. Брейк молодым дает силу, здоровье, радость, единение с другими танцорами. Вот недавно посмотрел фильм «10 лет стиля» от Аврора B-Boys, очень вдохновляет. И вообще, вся эта культура хип-хопа очень мотивирует заниматься дальше брейкингом. Попасть, выиграть там, например, чемпионат России по брейкингу там, или стать великим каким-нибудь брейкером. Сегодня в республике ведется активная работа по развитию брейкинга. Поддержку оказывает Союз танцевального спорта республики под руководством ее президента Людмилы Николаевой. Получаем поддержку со стороны Министерства спорта, Союза танцевального спорта, также отдельных спортивных учреждений, которые на сегодняшний день тоже видят в нашем направлении хороший потенциал. И как-никак то, что брейкинг стал олимпийской категорией, является очень хорошим подспорьем для дальнейшего развития, для того, чтобы больше и больше детей имели шансы стать олимпийскими чемпионами. Марферина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск.